Вы знаете, этот вопрос уже висел в воздухе, потому что существует практика электронного звонаря, когда уже в живом человеке колокольня не нуждается, существуют настройки, можно запускать прямо с телефона этот колокольный звон. И он только лишь опытным ухом может быть различим с человеческим звучанием. Существует практика пения с процессором, с роландовским процессором. У многих, я видел, храмов человеческих голосов не достает. И поэтому один человек, который может освоить клавиатуру с процессором, настроит его под себя и звучит, собственно говоря, как целый хор. Естественно, что слышно это звучание, оно глубоко сэмплированное, можно сказать. Но, тем не менее, оно искусственное имеет, конечно же, звучание. Вот. Но, тем не менее, мы уже пришли к выводу, что ничто не способно заменить человеческий голос, человеческую кисть в иконописи, человеческий звон. Уверенная рука звонаря ведет эту самую колокольную музыку, призывающую к богослужению весь православный народ. И заменить его электронным звонарем можно, естественно, можно при наличии современных технологий. Интуитивно это можно почувствовать, лишено духовного строя, духовного гласа. И поэтому искусственный интеллект при желании может заменить вообще все. Хотите, он вам снимет фильм в стиле Ингмара Бергмана или Федерико Феллини. Хотите, он вам споет, напишет оперу лучше Чайковского. Естественно, что это будет профанация. И эта профанация духовно чуткому человеку всегда будет видна и слышна невооруженным глазом или ухом. Поэтому можно, но я думаю, что это бесперспективно. Никогда искусственный интеллект не станет живым интеллектом. И этим сказано все. На этом можно ставить точку.